Добрый день! В эфире программа «Альтернатива». Тема нашей передачи – ее призвание быть актрисой. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, это быть актером сложно? Очень, конечно, интересный вопрос. Что сказать? Мне несложно. Людям, которые приходят к нам и чему-то хотят у нас научиться, им кажется, что это архисложно. Я могу одно просто сказать, что для того, чтобы быть настоящим актером, все-таки нужно пройти уровень обучения. Мы этому учились 5 лет. У нас хорошая практика, мы уже работаем в театре, поэтому даже сейчас на этом этапе, уже преодолевая какие-то трудности и, я скажу, мелкими шагами поднимаясь по какой-то лестнице, нам все равно сложно, потому что это каждый день репетиций, каждый день подготовки, переживания. Нет актера, который, выйдя на сцену, даже уже на спектакль, который неоднократно мы показываем, каждый раз мы переживаем, дрожим, волнуемся, а иначе быть не может, потому что если ты не переживаешь за свою работу, за качество работы, то считаешь, что ты занимаешься не своим делом. Поэтому сложно, скажу так. Интересно, но сложно. Что побудило вас стать актрисой? Ага. Я вообще, если уже взять свою жизнь немножечко, годы, скажем так, ваши годы, когда мы были молодыми, я по своей натуре тоже в школе была очень робким, тихим ребенком, но тем не менее какие-то нюансы мы это проделывали, и везде, где что-то с учителями было связано, допустим, где-то какую-то оплошность, что-то там сотворить, это была я зачинщиком. Зачин – это основополагающее актерского мастерства. И я отучилась сначала в Кишиневе, но совсем не тот профиль. Я технолог. Потом это были 90-е годы, это очень сложные годы, вы, наверное, не знаете, но мы попали как раз в череду тех очень наисложнейших лет, когда наши родители оставались без работы, когда мы были, будучи студентами в Кишиневе, я не могла приезжать домой месяцами, потому что была перепалка, наверняка вы историю знаете, и даже есть нечего было. Я закончила Кишиневский колледж. Потом, приехав сюда в 93-й год, я просто не знала, куда себя деть, работы не было, ни у родителей, только отец работал, мама осталась без работы. И я просто втихаря, не сказав маме, никому ничего не сказав, поступила в университет Камрадский наш. Просто у меня одноклассники поступили и мне предложили: Марин, давай с нами. И я вместе с ними, ни о чем не подозревая, что это такое, куда я иду, куда я лезу, подготовила этюд, подготовила басню, стихотворение, все на гагаузском языке, потому что наш университет открывался как национальной культуры университет. И поступила. И потом началось. С нами работали молодые, но очень профессиональные педагоги, которые только закончили институт искусств в Кишиневе. И они нас сразу поставили в такие рамки, там, где мы должны действительно выкладываться по полной программе, поэтому это очень хорошая школа. И даже если из наших ребят, которые закончили студенты, считанные пошли по этой профессии. Некоторые, конечно, пришлось уехать, я тоже думала, уеду, но так получилось, я осталась здесь, и слава богу. Приходилось уезжать, но тем не менее работаю по профессии, которую я выучила, и по специальности, и я этому очень рада. Именно это ничего, я не имела никаких намерений именно пойти в актеры, именно закончить наш факультет. Мы первая группа, которая РМА называлась, это режиссура и мастерство актера. То есть мы учили и режиссерское мастерство, и актерское одновременно, 5 лет обучившись. Я не имела никаких намерений, конечно, поступать на этот факультет, но со всеми, как говорится, интереснее. И поступили, и мне очень нравится.
моя профессия. Вы играете различные роли в разных спектаклях. Вам приходится петь и плясать. Может быть, даже играть может больного человека. Для Да. того, чтобы быть актером, какими навыками нужно обладать? Во-первых, когда мы беремся за какую-то работу, мы сначала дискутируем, мы сначала говорим о образах, как этот человек мог бы себя повести в жизни. Мы наблюдаем за людьми. Да, я работала. Мое амплуа, вот когда вот говорят Марина, да, это Новый год, это когда я играю Бабу-Ягу. И даже сегодня был звонок, просто звонок как просто вот звонок знакомых общих, и они не знали, с кем говорят. И я говорю, это Марина. А, Баба-Яга. Я говорю, да, Баба-Яга. Но это амплуа. Но все, кто про Новый год, все знают, что я Баба-Яга. Но и мне приходилось играть и разных женщин, и гагаузских женщин, и больного человека. Архисложно играть больного человека. Я играла, у нас был спектакль, называется, это трагедия, очень сложнейший спектакль, почти 2 часа он длился, играло 2 человека, я и мой партнер, он играл моего врача. Я играла 70-летнюю актрису французскую. Спектакль называется «Памяти Ани». Она была больна болезнью Альцгеймера. То есть, знаете, наверное, что это такое? Не знаете. Это когда человек болен этой болезнью, он забывает, у него память может отрывками полностью исчезать и потом вновь возвращаться. Когда память исчезает, ну, болезнь такая, то есть она ничего никого не помнит. А потом вот появляется снова и возвращается в свою жизнь, да. Это очень сложно, она там 70-летняя женщина, которая, когда исчезала память, она представляла себя молодой, потом вообще непонятно кем, и вот приходилось входить в образ одновременно разных женщин, как бы разных возрастов, но очень интересно. Ну, говорю опять, это очень сложно играть больных людей. Я больше люблю играть в комедии. Вот комедия — это для меня отдушина. Там я могу развернуться, там я могу поприкалываться. Мои коллеги по сцене, конечно, кто уже подготовлен к моей игре, они уже знают, что я импровизирую, они знают, что я говорю лишние слова, иначе не могу, потому что просто зазубрить текст — это неинтересно, мы импровизируем, и кто уже знает, что я такие вещи делаю, они уже готовы к этому, и мне интересно, как они выкручиваются в этой ситуации. Если, допустим, не по тексту я что-то делаю и говорю, мне интересно, что же они сделают. Ну, бывают такие у нас нюансы у актеров во время спектаклей. Какая роль вам запомнилась больше всего? И почему? Чем она именно вам запомнилась? Был спектакль, очень обидно, что мы его не можем восстановить, потому что нет тех актеров, многие поуезжали. Гарнир по-французски, или играем в дружную семью. Еще покойный Савелий Кися, актер, наверняка вы его знаете, это наш с вами соотечественник, житель Бишалмы, который, закончив Кишиневский институт искусств, поступил в Московский институт, закончил и там уже работал в театре, снимался в кино, но так получилось, что, к сожалению, Царство Небесное, он заболел, и мы его потеряли. Гагаузия его потеряла. А он с нами, он нам помог, правильно направил нас в этом спектакле, и очень интересная комедия получилась. Я там играла супругу одного человека, который любил, скажем так, гульнуть. Ну и она в то же время то же самое делала. И вот это была очень интересная комедия. Мне эта очень роль понравилась. И опять же, я повторяюсь, я люблю комедии.
у нас был спектакль «Осторожно, женщины», там, где я тоже играла такую барменшу, такую хабалку наглую. Но опять же, это все интересно. Скучные роли не люблю. Люблю веселые, активные роли. Скучные роли это не по мне. Не могу в них играть. Вы Хотя мечтали приходится. Вы мечтали стать в детстве актрисой? Да. Мне кажется, все девочки мечтают быть либо актрисами, либо это я по себе говорю, либо полететь в космос. Учителем не хотела быть. Ну вот. И вот, зоолог. Зоолог. Я очень люблю животных. Путешествовать мечтала. Одна из вот этих вот, конечно, одно из мечтаний сбылось. Стала актрисой. Какие чувства вы испытали, когда ваша мечта осуществилась? Никаких чувств не испытала, просто шло как-то все своей стезей, как-то жизнь так распорядилась. Знаете, что сказать? У нас город маленький, Гагаузия вообще маленькая, автономия наша, и поэтому особой звездной болезни актерской мы здесь вообще абсолютно не испытываем. Может быть, в больших городах звезды, которые снимаются в фильмах, которые их прославили, и осуществив свою мечту, они, конечно, осчастливлены жизнью. А мы, не знаю, мы вот работаем и работаем актерами. Я вам скажу, что эта профессия не столь популярна у нас здесь, в Молдове, в Гагаузии, тем более. Как-то не испытываем мы особо. Короны на голове не имею. Вот работаем и работаем. Мне это очень нравится. Я люблю эту профессию. Звездной болезни не испытываю. То есть мы простые люди, такие же, как и все остальные. Сколько спектаклей было вами сыграно? Я сейчас не могу сказать, сколько спектаклей. Много. Все спектакли, которые у нас в нашем Камрадском муниципальном театре имени Савелия Кися, мы назвали его имени Савелия Кися, я играю все роли, потому что у нас не так много актеров. Не так много. Поэтому я играю во всех спектаклях. Основываясь на опыте, какие плюсы и минусы вы можете выделить в этой профессии? Плюсы в том, что я вот еще раз говорю, что эта профессия, может быть, не все ею, конечно же, занимаются, не все стали актерами наши студенты, но она учит жизни, она раскрепощает. Это очень такая профессия, которая вот идет в ногу со временем. Мы, во-первых, изучаем и историю, когда ставим какие-то исторические спектакли. Самый главный плюс – это раскрепощение и умение, наверное, выйти на сцену, общаться со зрителем, не бояться никого, потому что очень многие, выйдя на сцену и взяв микрофон в руки, видим, что дрожат, боятся и начинают зажиматься. Нет, вот эта профессия раскрепощает, и она очень интересна. Ну вот минусы. До недавнего времени скажу один минус, что зарплаты невысокие. Сейчас более-менее в последнее время поднялись зарплаты. И мы стали не стесняться и называть свои, и то скажу, что не очень высокие зарплаты. Я в театре работаю на 0,5 ставки, не имею я там целую ставку. И когда мы едем на какие-то фестивали международные, там фестивали, в которых принимают участие театры с, скажем так, очень известные театры, у которых по 80, по 100 лет со дня образования. У нас театр молодой. И там актеры, которые уже со званием, которые уже народные актеры и России, это там Татарстан, Казахстан, неважно. Там, конечно, у них зарплаты подобающие, соответствующие. И когда они спрашивают,
сколько вы получаете. Мы молчим и улыбаемся. Всё Вот вы говорили, на этом. вот вы говорили о фестивалях. Какие фестивали? Вы получали какие-то награды в этих фестивалях? Да, бывало в Кишинев, мы в Колораж ездили с Гарниром, там взяли место, роль второго плана взяла наша коллега, место, потом постоянно лауреаты. Каждый раз что-то есть, что-то везем. Мы в Казань ездили, у нас был спектакль «Женитьба» по Гоголю, мы перевели его на гагаузский язык, и мы ездили в Казань, в Татарстан. Значит, взяли место, я уже не помню точно, но было место, были лауреатами, и как раз вот Савелий тоже ездил с нами, наши преподаватели играли в этом спектакле, Екатерина Жекова. Впечатления очень хорошие, вообще с каждый раз, приезжая с каждого фестиваля, впечатления, конечно, колоссальные, очень яркие, потому что уровень фестивалей за рубежом, он очень высок, и принимают нас на высоком уровне. Вот мы в последнее время ездим в Турцию, в город Мерсин, нас там ждут, мы уже там свои, надеемся, что в этом году мы снова поедем в мае. Нас уже как бы хотят пригласить, и сейчас работаем над новой постановкой, которую повезем в Мерсин на фестиваль. А там принимают участие все туркоязычные театры: Сирия, Иран, Ирак, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан. Все там, и мы там обмениваемся, конечно, впечатлениями, обмениваемся опытом, посмотрев спектакли наших коллег. Конечно, у них возможности очень серьезные. А что для вас вообще значит награда за какую-то определенную роль? Для меня лучшая награда — это аплодисменты зрителей. Я особо не стремлюсь за какими-то наградами. Вот если аплодируют, если кричат там «браво», еще и стоя иногда встают, аплодисменты, цветы, вот и хорошая награда, наилучшая. А все эти дипломы, все эти статуэтки, это тоже, конечно, хорошо, это важно, но для меня важнее аплодисменты зрителей. Вы понимаете, что труд не был Напрасно, пустую, да, конечно. Сейчас вот в последнее время многие задают вопросы, что для вас важнее, быть актером кино или актером театра. Я люблю театр, потому что это живое общение друг с другом, сиюминутное общение и со зрителем. Не вернешь в обратную сторону, потому что ты сыграл, и вот как ты сыграл, тебя так и восприняли. В кино немножко по-другому, там потом монтаж, там можно миллион раз одну и ту же сцену. Почему говорю? Потому что была практика у меня уже, как наш кинематограф в Гагаузии очень, очень скудный, но начинаем, и вот в первом фильме, то, что ставил Ваня Петроман, я там играла эпизодик, но тем не менее это какой-то багаж и опыт в моем актерском багаже. Потом еще была работа с Михаилом Резунцом, тоже фильм «Мама» называется, я там играла невесту. Я просто поняла, что там можно миллион раз сыграть одну же и ту же сцену и выбирают наилучшую. В театре этого нет. Вот как ты сыграл, так тебя и восприняли, так тебя и приняли. И вот в этом фишка, вот в этом интерес. Мне хотелось бы подытожить таким вопросом, какой вы совет хотели бы дать начинающим артистам? Какой совет я могу дать начинающим артистам, если последние годы, к сожалению, ни у нас в университете, ни в колледже нет набора? Нет. Кому мне давать советы? Вот вы приходите к Денису в его театральную студию, он совершенно бесплатно работает с ребятами. Там, да, я, конечно, вношу свои 3 копейки, захожу и говорю, и могу сказать, и иногда работаю с людьми в стихотворном жанре, в
прозаическом. И потом благодарна и говорю, что некоторые, конечно, я могу уроки дать, и это приносит пользу. Потому что вот недавно был в колледже конкурс талантов, я поработала с некоторыми девчонками, которые вышли на меня, тоже просто потратив свое время драгоценное, я поработала, и был результат. Кто хотел поработать, оно было видно на сцене, итог был виден. Я всегда говорю, что, к сожалению, в садике, школы, у них одно представление о подаче стихотворения, прозы. Мы всегда, вот как нам тоже наши преподаватели говорили, не пойте, не пойте, не пойте. А почему? Что мы поем? Как? Нас так учили. Вот я тоже говорю, не пойте, вы поете. Нет, надо по-другому, надо прочувствовать, надо перенести вот отсюда, и вот так вот в круговую мысли все, что именно ты чувствуешь, как бы ты сказал это в жизни, эту фразу, не пропев, а как мы в жизни общаемся, для того, чтобы это было правдой, и, потому что когда человек выходит на сцену и начинает пафосничать, петь, это неправда. Зритель этому не верит. Конечно, можно и пафосничать в определенных случаях, но не всегда в жизни же мы не пафосничаем. Мы просто общаемся, мы просто разговариваем. Вот так надо и на сцене себя вести. Вот. И начинающим актерам, которых, к сожалению, пока очень мало, можно сказать, даже нет. Я ничего не могу сказать. Единственное, вот иногда меня приглашают на открытые занятия в колледж, некоторые преподаватели. Я там начинаю тоже рассказывать, и все с такими глазами, ой, как интересно, ой, как интересно. Я говорю, если вы решитесь к нам прийти, будет еще интереснее. Вот. Но это не актеры, это совсем ребята, студенты другого профиля, но им это становится интересно. Может быть, в этом году откроется какой-то факультет, и наберутся люди, и там, да, там, пожалуйста, мы можем, как говорится, свой опыт передать этим актерам начинающим. А ребята, которые у нас в театральной студии, они совершенно бесплатно получают все то, что мы можем им дать. А это дорого стоит, скажу так, даже для жизни. Не в денежном плане, в жизненном. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Это была программа «Альтернатива» и ее ведущий Горова Дмитрий. До новых встреч!